насчет... Вы, наверное, говорите на бурятском. Вы же в Тынде, с другой стороны. Я вот скажу, что вот Тында, да, вот когда я жила в Тынде, это русский город, можно сказать, да, советского типа. Туда приехали все строить БАМ. Там никто не разговаривал на бурятском. И я слышала какие-то только фразы, когда мне мама что-то говорила на бурятском. Для меня это казалось, знаете, такое что-то с экзотикой связано. То есть, и как-то раз мама меня отправила в деревню к бабушке. Мне было тогда 8 лет. И в деревню всегда приезжали, показывали индийские фильмы или драматические артисты приезжали. Мини-спектакли давали. И вот приехала туда бурдрам-труппа. Я тогда никого не знала, но я была тогда маленькая. Написано, вечером будет представление в клубе. Я пошла туда, как и все, вместе со своей бабушкой. И там был у них маленький мини-спектакль, а второе отделение у них был концерт. Вы знаете, я первый раз услышала песню Жени тогда. И я плакала. И я так влюбилась тогда в бурятский язык. И когда я пришла домой, я сказала, научите меня бурятскому языку. Я хочу научиться петь эту песню. И вот мне нашли русско-бурятский словарь, мне нашли песенник, и я учила эту песню и Жени сама. То есть что было написано, я учила, потом подходила к маме, она мне корректировала и говорила, как правильно произносить. И я как бы в бытовом плане я могу разговаривать по-бурятски, я все понимаю, но я немножко стесняюсь, потому что все-таки я росла в другой среде, мне кажется, у меня есть какой-то акцент. И вот это вот мой комплекс, может быть, это минус. Потому что если бы не было комплекса, я бы спокойно разговаривала. Но просто у нас музыкальный язык очень красивый. Дочери своей говорю всегда, скажи мне по-бурятски что-нибудь. Она мне говорит, ну мама, не надо. Но сейчас она мне научилась, она мне говорит, считай до 10. Потом очень много она мне, конечно, сейчас понимает, что это наша культура. Я думаю, что это полезно, и потом она мне позже скажет спасибо. Вот я завидую, конечно, те, кто в сельской местности, они растут в этой среде, они разговаривают на бурятском языке, и они как рыбы в воде. И вот я, наверное, подумала, когда ты находишься за пределами своей республики, ты вспоминаешь о своем языке. Ты понимаешь, что ты носитель какой-то культуры, у тебя есть нация. И тебе хочется говорить на своем языке, учить его, думать о нем. Но когда ты приезжаешь в Бурятию, ты понимаешь, что половина, наверное, людей не пользуется этим языком в общении, как таковым. Потому что, я не знаю, нас так воспитали, может быть, или такое было время, что вот все как-то разговаривают на русском языке. На бурятском только вот родные, когда приезжаешь в деревню, когда вот дома, когда люди расслабляются, они разговаривают на бурятском языке. Мне кажется, так. Это какой-то стал более такой родной, наверное, но не как в других, наверное, нациях, да. Он не стоит на уровне, вот на одном уровне с русским языком, то есть в обязательном порядке. То есть якуты, они знают и русский, и якутский, тувинцы знают и русский, и тувинский, также очень многие нации, да, но у нас почему-то все-таки большинство все разговаривает на русском. Мне кажется, мы не пользуемся. Правда. Когда ты за пределами, тебе хочется. Когда ты приезжаешь, ты понимаешь, что надобности как таковой, потому что никто не разговаривает. Только в деревню ты приезжаешь, тебя начинают пытать. Ты понимаешь, ты разговариваешь, и все. Вот я думаю, что, может быть, надо всех отправить в деревню. А вы в Храгане бываете сейчас? Ну, дом уже продали, и сейчас я только когда на Амбу приезжаю туда. А так, все детство раньше, каждое лето я приезжала в деревню, меня пытались учить бурятскому языку, местные девочки. Я в течение месяца начинала разговаривать, потом я обратно уезжала в Тынду или приезжала в училище, и не было надобности. Может быть, это моя вина в том, что я как бы до конца не дожала на себя и не начала заниматься с этим языком. Мама у меня хорошо владеет. Она у меня из деревни, поэтому она, наверное, хорошо разговаривает. Но я говорю, мама, давай, у нас есть день бурятского языка. И вот мы дома все начинаем. Но то, что у нас все дома понимают, это хорошо, мне кажется. А в основном те, кто вот в городе выросли, некоторые даже, может быть, даже и не знают.